вопросы национальной политики. Для меня, как для человека, который вырос в Якутии и является гражданином России, я никогда никого не делил по национальному признаку от слова совсем. Меня и так родители воспитали, и сам я такого же мнения всегда был, потому что все мы люди одинаковые, сделаны из плоти, крови, и там, делить, что у кого-то там какие-то особенности, да, я считаю, это коренно неправильно. Что касается резонансного события. Точно так же, как я не делю по национальному признаку людей, я считаю, что и у преступности нет национальности. Преступник, неважно, кто он по национальности, по вероисповеданию, он преступник, тот человек, который переступил закон. И должен в соответствии с этим законом ответить по всей его строгости. Со всеми отягчающими обстоятельствами, которые там были, да, с учетом тех правонарушений, которые были совершены ранее. Вот по данным из средств массовой информации, человек, который совершил убийство, он до этого был, по-моему, судим за разбой. Вот, поэтому понятно, что в его биографии, значит, был такой факт, соответственно, человек был склонен к совершению правонарушений. Вот, и поэтому я думаю, что с учетом этого отягчающего обстоятельства он понесет самое суровое наказание в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Никаких самосудов, да, никаких там репрессий в наше современное время, я считаю, устраивать это неправильно. Да, потому что есть закон, он достаточно суровый. Что касается, значит, вот этих провокаций и подстрекателей, которые, значит, пытались собрать, назовем это митинг, назовем это собрание, да, можно как угодно называть, смысл сути дела не меняет. Значит, есть конкретные факты, что есть воздействие из других регионов страны. Это уже давно вычислено по IP-адресам и по, значит, никам и той целенаправленной стратегии, которая шла в одно время. Понятно, и были жители Якутии обеспокоены, которые рассылали, но благо разум восторжествовал, да, потому что, во-первых, и преступник своевременно был пойман правоохранительными органами, и сейчас он уже в соответствии с судебным решением находится в следственном изоляторе. Вот. Во-вторых, все-таки понимание есть, что было правонарушение в результате конфликта, который произошел в клубе, и в последующем вот возникает вопрос, зачем надо было дальше ехать, выяснять эти отношения. Тоже, да, горячие головы иногда приводят к трагическим последствиям. Ну и пострадал, к сожалению, молодой человек, который, собственно говоря, и не был, по большому счету, участником конфликта, да, и это вдвойне жалко, пошел вступаться за друга и получил ножевое ранение, которое привело к утрате его жизни. Конечно, большие соболезнования родным и близким, это большая утрата для любого человека, поэтому ведь самая главная задача у нас – это сохранять межнациональный мир и согласие. Как его достичь? Уважение друг к другу, едиными целями. Ведь когда мы там пытаемся выступить против кого-то конкретно, ну, тех же самых взятых мигрантов, давайте просто зададим вопрос. Вот есть мигранты, которые выполняют четко свои задачи и функции, и мы сами все пользуемся этими благами. Ну, это правда, да? Да, особенно в сфере услуг. Да, там, ну, допустим, в парикмахерских, в стройке, овощники и так далее. Хорошо, уберем. Ну, вот не будет их там, в Якутии, не будет там, в стране. Есть ли те, кто заменит их? Да? Есть ли желание у наших с вами сограждан работать на вот таком фронте работы? Вопрос очень интересный, и я предполагаю, что, скорее всего, желания особо там на таких грязных работах не будет. Другой вопрос, что и в 2016 году мы тогда начинали разрабатывать эту программу, я знаю, что сейчас она активно уже начинает работать, это социокультурная адаптация мигрантов. Людей надо адаптировать к тем законам, которые у нас есть, к тем традициям, которые у нас есть. И надо так, что если ты пребываешь в этом обществе, должно быть соответствующее уважение. К тем людям, которые в этом обществе проживают, которых большинство,
То же самое, когда мы приезжаем в страну, ну, вот у нас очень много любят путешествовать в Юго-Восточную Азию, да, там Вьетнам, кто-то ездит в мусульманские страны, у нас сейчас активные якутяне в Дубай выезжают, ведь там есть свои правила, которые там все соблюдают. Если не соблюдаешь, пожалуйста, или тюремное наказание, или очень большие штрафы миллионные. Вот это есть закон, и так должно работать. А пытаться кого-то делить там на наш, не наш, это самая, мне кажется, неправильная позиция, которая должна быть. А вот условия создавать, вот центр есть на базе Дома дружбы народов. К сожалению, он не может охватить там всех, да, где, во-первых, есть преподаватели по русскому языку, да, регулярно они проводят занятия с органами правопорядка по тем преступлениям, которые совершаются. Вот буквально мы недавно с общественным советом, как раз в декабре, с Домом дружбы народов, значит, организовали мероприятие мигрантами, собрали общины и там рассказывали о правонарушениях, часто встречающихся среди мигрантских сред. Ну, это нарушение миграционного законодательства, чаще это административные правонарушения, не уголовные, но тем не менее. Да? Там же есть возможность обучать вопросам традиций и культуры народов, проживающих в России, в Якутии. Вот это тот механизм цивилизованный, который должен быть. Вот, наверное, я очень полно постарался ответить на вот этот животрепещущий в последнее время вопрос. Останется при своем мнении, да? Можно включить конспирологию, да, и предполагать, что это все связано, да, вот с теми событиями, да. Но тогда скажите, пожалуйста, а почему на Камчатке точно так же? Я вот с коллегами созванивался, да, они говорят, блин, ну то же самое, не работает, да. Потом там в Приморском крае у меня друзья тоже живут, да, есть проблемы определенные. Ну что тогда, везде что ли такая ситуация? Ну, значит, есть какая-то проблема, о которой мы не знаем. Может, действительно есть проблема с пусконаладкой оборудования. Может, действительно есть тестирование каких-то новых форматов, да, для того, чтобы обеспечить информационную безопасность нашей страны. Да? Но придет время, мы все узнаем. А сейчас вот это все, это, мне кажется, гадание на кофейной гуще. Тем более, мне кажется, вот даже мы, то, что здесь сегодня собрались, да, 3 дня у нас не работают средства коммуникации, тем не менее вы все здесь. Значит, мы как-то нашли способ пообщаться друг с другом. Есть телефоны, все вспомнили старые добрые СМС, и все равно способы общения они будут. Они разные. Да? Да? Мы раньше не умели пользоваться Телеграмом, там активно начали Телеграмом, да? WhatsApp там чуть. Сейчас без Инстаграма, в принципе, тоже можно жить, как оказалось, да? И есть возможность совершенно в другом месте получать эти. Да? Ведь сейчас из Инстаграма очень мало берется инфоповодов. Вот даже сами коллеги. Очень много инфоповодов. По сравнению с тем, как было раньше. Да, раньше. А откуда тогда сейчас? Сейчас же берутся телеграм-каналы, активно репосты друг друга. ВКонтакте тоже определенную свою долю. И, кстати, по рекламному рынку, если вы проанализируете, ВКонтакте-то идет вверх. Как бы там, если официальные доходы. В Инстаграме сейчас монетизировать все сложнее. Да? И таргетинг там сложнее делать. Вот. Поэтому система всегда адаптируется к новым вызовам, к современным условиям. Точно так же, как мы адаптировались к санкциям там, по поводу медоборудования, там, доставки и так далее. То же самое будет в социальной среде. Просто это вызов сегодняшнего времени, да, и все об этом обсуждают. Через там, 2-3 недели вы об этом забудете, будете обсуждать, что наступает весна, и 23 февраля будете мужчин поздравлять. А потом, глядишь, 8 марта, и все друг друга цветы будут дарить.